Здравствуйте, уважаемые подписчики, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. И сегодня к нам в гости приехал Михаил Тютин из Нижнего Новгорода, прямиком на рыбалочку. Значит, сразу начнем наш выпуск с вручения подарков, чтобы все эти раздарить и подарки. Так, ну у меня, Михаил, очень скромные для тебя подготовлены подарки. Сейчас я быстренько вручу подарки, потом расскажу про Михаила. Михаил расскажет нам про себя. И вкратце начнем сразу рыбалку. Ну, начнем с того, что я тебе хочу подарить на 2021 год. Вот такой календарик. Вот. Клевая рыбалка. Это пойдет в офис. В офис он себе повесится. Отлично. Так, потом. Вот такую тебе хочу наклеечку подарить. Клевая рыбалка. Это на машинку. Вау, ну круто вообще будет. В Нижнем Новгороде, если увидите машину Михаила с наклейкой. Это я. Да, это Михаил, значит. Потому что, по-моему, в Нижнем Новгороде еще таких наклеек нет. Потом на лето тебе хочу подарить вот такую кепочку черного цвета. Клевая рыбалка тоже. Держи. Ну-ка. Это летом носи, Михаил. Ага. Ну и в палатке вот тепло. Да, в палатке. И зимой, чтобы ты носил вот такую шапку. У меня как раз это, шапка. Да, вот как раз у тебя нету шапочки. Да. Вот, круто. Все, огонь. И, Михаил, от меня тебе якутский нож, конечно же. Все наоборот. Да, нет, ребят, на самом деле это просто шутка, потому что я не могу дарить якутский нож Михаилу, потому что он их производит и дарит их мне. На самом деле. Я тебе подарил нож, наверное, года 3 назад, 4 почти. Да, и после этого он мне подарил вот этот нож, вот, и еще там кучу ножей, в общем, но это мы будем со временем показывать вам все. Да. Вот, Михаил, ну расскажи про себя, расскажи про себя, что вкратце, вот, куда ты, чем занимаешься? Я с Нижегородской области, город Ворсма. Со Славой мы начали сотрудничество примерно года 3-4 назад. Еще я помню, когда было подписчиков 30 тысяч. Сейчас уже 300 с чем-то, да? Многие подписчики уже имеют наши ножи от компании «Стальных бивней». Так. Я особенно радуюсь, когда ножи мои якутские, сделанные в Ворсме, заказывают непосредственно в Якутию. Очень приятно это сознавать. И таких людей очень много. Я знаю, что они пользуются, и все чудесно. И Михаил, наверное, не подводят. Еще заказывают гравировочки, наверное, да? И гравировочки, естественно, заказывают. Ну, ножи рабочие, Слава, насколько я знаю, так я все постоянно. Все 3 года ими только и пользуюсь. Да. Вот. Также у нас есть еще один проект, называется «Просто нож». Ну, стальные бивни. И второй проект «Просто нож». Нож из кованой стали Х12МФ. Ну, не как якутский, он, естественно, там обычная заточечка на 2 стороны. Но там подкупает цена 1950 рублей. У вас кованая железячка и карельская береза обычная. Ну, у меня он тоже, кстати, есть этот нож. Поэтому... Да, мы хотели бы вам сегодня показать, но так как мы потеряли рюкзак, но его нашли. Да, об этом вы можете увидеть на канале Клевая Рыбалка Лайв. Да, обязательно заходите туда, там истории, как мы добирались. Да. Я вот только сегодня узнал, например, что есть такой канал, оказывается. Да, буду обязательно все пересматривать, все эти видео. Там как раз вот самое интересное, это именно и сборы, и сама дорога, и болтовня, и все такое, ну, кроме рыбалки. Так что обязательно заходите и вместе со мной будем смотреть. В комментариях я там тоже буду появляться. Моя готовенькая. Так, а это врученника пока туда кинет. Он пока не нужен. Оп. Ах, красава. Опа, это смотри. Ты красавчик вообще. Слушай, хороший снежок. Лови. Крепко держи. Вау. Слушай, это нам надо, да? Надо. Обязательно есть будем. Ты что? Вкуснее него нету рыбы. Дай мне вот глушилку. Держи. Ага, спасибо. Друзья, фора получена хорошая. Да, я Михаилу давал фору, чтобы он
Немножко порыбачил и все. Порыбачил маленько и хватит. Так, на улицу, да, его отправляю гулять? Конечно. Также, друзья, Михаил, оказывается, не умеет оглушать рыбу, но будем В работать над смысле? Со этим. второго раза. Будем работать над этим сегодня. Будем ставить ему удар. Вот сразу без поводочка как раз селек. Дай платить. Кстати, спасибо за эту рыбалку моему другу из Подмосковья, который подарил нам снегоход, на котором мы приехали до сюда. Ой, снегоход, да, это... Снегоход нас просто спас, ну, блин, тоже один из... Хорошо, когда техника не ломается, работает как часы. Ты едешь и едешь. И вот тем самым ты доезжаешь вот до таких прекрасных мест. О, А, нет, блин. маленький веночек. Мясо. Маленький леночек был, друзья. Схватил кукурузку и ушел. Кровяку. Кровь пускаем. Делаем кровопускание. Не сижу. Камера там что-то зашевелилась. Не надо. Оп. Ёк, рано взял. Блин. Рано взял. Но он идет на второй заход. Есть. Есть. Первый хариус. Резок на мушку. Сразу причем. Но, А вот он типа это, он размер вот друзья, таких, вот да? такой прикольный Он красивый. большой хариус. Хариус красивый, да, попался, маленький. Ну, маленький еще. Но мы совсем. первого отпустим. Да. Первого отпустим, давайте. Такой вот харюзочек. Небольшой вообще. Покажи вот красиво. Вот. С таким вот. Пятнышко. Не поваляешь, не по это. Давайте вот мушку отсоединю. Красивый вообще. Такой хорезок небольшой попался вот. Первый. Он давно у нас кружит, как мы только начали рыбачить. Опа. Ушел. Подай тряпку. Блин, клево. Он нам с самого начала это, мозги тут. Компенсировал, да? Она мушка прям моментально, да? Да, прям. Сразу сходу подошел и хоп ее. Итак, дорогие друзья, на нашем сайте клёвая-рыбалка.рф появился производитель алтайский. Он делает мушки и различные сплетни, ну, сплавные кораблики на хариуза. Все приманки на хариуза. И вот он мне предоставил для испытания сейчас. Вот я передаю Михаилу, держи, Михаил. А у нас как раз вот там в камере плавает. Кстати, вот здесь один, вот да, плавает постоянно. хариус, да, его нужно выловить. И вот сейчас Михаил, наверное, сразу мастерски его пах выловит. Сейчас я удочку себе Да, соберу. мы будем этим рыбачить всем, пробовать. Подошел, за плавник спанулся. Друзья, пока я решил поспать, Михаил тут Ты слышал, как он ловит. делал? Ловит вовсю. То он такой невозмутимый проплыл и плавником ее зацепил. А, просто плавником зацепил? Вот он и дернулся сильно. Слушай, ну я думал, это Ну крупный, я тебе скажу прямо. очень крупный, да? Ну, за двушку. Даже, да? Да. Ого, уплыл. Есть. Опа. Давай, красава. Вот. Глубинку дай. Давай.
что Отпускай. отпустил. Все, давай, тащи. Борька. Аккуратнее. Только не Есть. оторви. Багорик. Стой. Багорик. Смотри. Стой. Мама. Ой, извиняюсь, сама запикаешь. Вот это мы ждали. Вот это, ребята, подожди. Ну ладно, ее перевязать потом надо будет обязательно. Вот это поздравляю, держи их. Ну чё, Слав? Ну чё, давайте, дай 5. Это круто. Поздравляю с трофеем. Это трофей. Трофейная Я рыба. ж говорю, больше двушки он тут это кружит. Вот это хорошего взял. Ой, вообще, слушай, ну вообще красота. Посмотри, его кто-то ел, блин. Так, а его еще и кусали, слушай. Да. Слушай, это, наверное, томей тебя кусал. Нет, это тупорылый ленок, вот это лимба. Сейчас покажем. Посмотрите, вот Михаил взял. Ребят, не зря я терпел все это. Да, круто, вообще Слушай, круто. тут за трешку. Давай взвесим. Давай. Так, Слушай, он такой красивый, а. Давай вот зажать прям. убирай. За трешку. Сколько? Только не говори, что 2,5. 3,5. 3,600. 3,600. 3,600, представляете? Вот. Вот это лимба. А на камере такой это небольшой, да, оказался? Да, хороший ленок, вообще вот. Прям вообще, ну. такой потертый жизнью, он его здорово трепал кто-то. Да, его вот, смотрите, вот. Кто-то здесь вот потрепал вот. И плавник тоже трепал. Прямо с этой стороны он, да, укуса недавно буквально вот. Кто-то его цапнул как следует. Вот, ребята, неожиданный контент. Вообще. А мы уж думали без рыбы. Вообще в шоке просто. Просто в шоке. Видишь, я не ложился спать, я вымаливал. Да. Долго ты с ней это Да. сюсюкался, в общем. Ну такая, ничего, такая блесенка вот мне подарил мой друг тайный. Вот. Да мне кажется, надо это на всякий случай переэтовать. Нет, нормально не попал по ней. Блин, а там снималось, как я боролся, он там, знаешь, как мутил. Я это Выключил? включал. Жалко. Включал. А, включал? Да. Он там вообще же это, взбаламутил, все камни он сбил у нас. Я знаю. Так подожди, это может не один еще? Да, О. может быть. А видишь этих-то еще? У нас же есть сигнальные рыбки. Да, у нас тут мелкая рыбеха плавает, которая вот. Да, и когда она уходит, значит кто-то подошел. Фу, вот это адреналин. Да. А я как увидел его, он там морда-то не Ну вылазит. хорошо, что ты его сильно прямо не по этого, Да, иначе не. порвало бы. Так, вот сигнальная рыбка тут. Значит, у нас пока там тишина. Иначе бы оторвалась бы она. Ну да. Ой. Круто. Я говорю, он тут ходит и говорю, крупный, за двушку. Да, но это еще не тот, наверное, который... Тот еще больше был. Вау! Тот еще больше был, можете представить себе. Но он, конечно, Ты да. подай чай. Чай подай. Вот этот заварим, да? Да, конечно, надо хороший чай заваривать. Друзья, как всегда у меня чай называется... Как называется? Сахачай, заяц. Сахачай заяц. Кубах. Правильно. Будем пить кубах. Вот. Я такой не пробовал. Сахачай тоже есть на сайте, поэтому пробуйте, пейте. Это тут, короче, иван-чай, листья брусники, листья шиповника. Нормально, да? Такой солидный типа.
Сейчас попробуем. Ну, вот так. Варим. Убегает. Оп. Кто-то. Кто-то Опа! Вот он пришел. Есть ленок рядом, но небольшой. А, да, вот. О! Все. Ну все, изготовил удочку. Шилова. Щука. Здесь щуки нету, поэтому думаю, что вот эта щука будет просто здесь царствовать в этом царстве. Там кто-то писал, что будут зубы сцепляться и тому подобное. Ну, думаю, сейчас мы это и проверим. Будут там зубы цепляться или нет. Ну что, где рыба? Сейчас пойду искать. Собираюсь идти. Решил прогуляться. Ну, заодно глубины разведаю. Итак, друзья, я пошел на поиски новых рыбных мест. Михаил здесь остается один в палатке. Будет сидеть рыбачить. А я пошел. Так, выехал на поиски новых мест, проверка глубин и тому подобное. Вечерняя. Сейчас заготовил дрова, вот, и начинаю обследование. Но здесь тоже метр всего. Сейчас проверим, рыба есть, нет. Где-то здесь должна быть самая яма. Вот. Пытаюсь ее найти. Самая глубокая яма, место. Ну, по всей вероятности, где-то в этом районе. Вот. Под скалой, наверное. Все-таки. Ага. Ты смотри-ка. И тут она. Ах ты, зараза! Друзья, смотрите. И тут тоже она. Мой первый улов, между прочим, в этом месте. Спасибо за поздравление. Уж и здесь-то я тебя встретить не ожидал. Ну что сделаешь, удочка, щука от Шилова. И наш улов, щука. Вот. Прикольно. Когда удочка у тебя щука, то у тебя и улов щука. Так что вот, удочки на портале клевая-рыбалка.рф. Да. Интересно. Я вообще ни в коем разе не ожидал, что здесь будут щуки.
Но тем не менее нам удалось поймать щуку. На бокоплав от Марора попался. Вот такой маленький бокоплавик. Вот. Без поводка. Взяли мы его. Я уж думал, ленок или еще что-то там. Ну, лимба, ленок. Как говорится, размечтался одноглазый. Так, а куда зарядка делать? Я вот взял этот, зарядить телефон. Этот телефон. Заряжай, там другой тогда вот куда. Все, у меня уже 60%. Так, сходил снаружи, поймал одну щуку. Сейчас ее будем готовить. Пусть она маленько отойдет. Вот она лежит. Такая вот щука. Значит, самое время. Михаил тут дрова наколол, оказывается. Пока нас не было. И вот мы сейчас на этой чурочке, чурбачке на этом, на этих 3 чурбачках разделаем эту щуку. Давайте. Плавники нам не надо, срезаем. Но их никто не будет есть. Хвост не нужен. Тоже отрезаем. Так. Передние плавнички тоже срежем. Вот. Теперь отрезаем голову и вынимаем внутренности. Опа. Так. Пакетик. Михаил хочет в пакетик положить, чтобы их пожарить завтра. Накопить, пожарить, да? Не, это плохой пакетик, его не бери. А почему? Потому что там были этот фейри для мытья посуды средства. Сейчас поищем пакетик. У меня где-то был. Вот он. Есть у меня пакетик тут для потрошков. Самое вкусное — это потроха. Да. Это я уже знаю. Так. Это Михаил приезжал летом и об этом узнал. Что самое вкусное в рыбе, оказывается, это потроха. Аккуратно вспарываем. Опа. Ох, с икрой. С икрой, да. С икрой что будем делать? Солить? Что с ней еще делать? А что с ней еще делать? Ну, можно посолить отдельно, да. Поесть соленую икру. Будем солить, что ли, тогда? Да я не знаю, что ты предлагаешь? Я могу посолить. Почему и нет? Так, сполоснем сейчас посуду.
Давай я вот свои лунки. Там чистые у нас, да? Да, давай, это как прикормка. Там соленая икра была. Окей, давай. Полосни вот так маленько. Давай туда скинем и корку. И поедим, да? Да. Завтра. С хлебушком прям будет. С утреца прям навернем. О. Так, теперь вторая часть икры. Это та щука, которая здесь не водится. Как сказал местный гид, здесь щуки нету. Потом этот же гид. Так, знаешь, что мы решили? Я перешу. Ну давай рассказывай, что ты. Я буду запекать печеночку тут же внутри. Ого. Так что не надо это внутренности собирать. Да? Ну давай. Мы ее съедим. Да что-то желчи у нее нету совсем, я смотрю. Желчный мешочек пустой. Так, печеночку съедим. Ну, забираем только кишочки отсюда и остальное все съедобное. Все остается в щуке самой. Ой. Так, и шоточку тебе надо подать, да? О, Вот эту штучку. так, сейчас будем фольгу стелить и тому подобное. Еще манипуляций много. Вот. Забираем жирок отсюда, вот отделяем от желудка. Видишь, да? Вот. Желудок пустой, да? Голодный нет? Да, пустой, ага, пустой желудок, пустой вообще. Вот. У них, видать, глухозимье. Вот. Теперь вот жирочек. Тоже забираем. В принципе, можно сейчас желудок промыть, сполоснуть и Да туда ладно? тоже доложить. Чё, ну, Будет вообще тема. Печеный желудок. промывать. Чтобы... Ой, ой. Ну ничего. Вот. Дать, знаешь как? Вот так. Ну да. Ну, посолить сразу надо. У вас такая щука была бы, наверное, здоровая считалась бы, да? Ну, это вообще, да. Трофей, да, как бы? Ну, не трофей, но хороший. прям Хорошая, да, большая считалась. щука, да. А подай чайку, пожалуйста. Это у нас маленькая щучка, ты же знаешь. Да, это я знаю. Так, ну что, воду набираем тогда опять? Кипятим? Ну, да. Давай, сейчас кипятим воду. Сначала верхнюю часть убираю фольги. О, запахла рыбка. Аж. Пошел запашок, да? Наверное, еще. Вот что-то мне вот внутренности захотелось прям съесть. Вот это бери, пробуй брюшко. Это самое вкусное у рыбы. Это его брюшко. Ну как? Вкусно. Вкусно же, да? Ты соль только. Соли маленько, да? Мало, Да. мало добавить надо. Слушай, отличный ужин у нас. Ну да. Вообще.